в год около 30 человек погибает от употребления наркомании в среднем, и даже может быть больше. От терроризма не погибает у нас в республике столько людей. Моральная и физическая деградация, безразличие к жизни, апатия, ломка без очередной дозы. Прервать этот порочный круг выходит не у каждого. Единственный плюс от пагубной наркозависимости, отмечают лекторы, горький опыт, что употребление психотропных веществ не приводит ни к чему хорошему. Мы сегодня вас призываем, чтобы вы не пробовали, главное не попробовать. Я знаю, что практически каждого молодого человека, может даже девушек, это коснется. Вам обязательно будут предлагать наркотики. Обязательно будет. И найдите в себе мужество, найдите в себе стойкость сказать «нет». Почему? Потому что это путь никуда. Об одной из злободневных проблем общества детям рассказывают те, кто проработал в этой сфере не один год. Они не понаслышке знают, как наркотические вещества калечат жизнь людей. И хоть надежда вылечиться есть, но выкарабкиваются из этой бездонной ямы только 8% из 100, отмечает главный нарколог региона Джамбулат Ваделов. Но несмотря на то, что наркотики порицаются религией, медициной и обществом, статистика употребляющих в республике растет с каждым годом. Сейчас на учете в наркологическом диспансере состоят 1596 человек. Из них 237 уже заядлые наркоманы, больные наркоманией. Среди них у нас еще и 11 женщин, которые страдают наркоманией. За прошлый 2020 год было поставлено на учет 167 человек. И по статистике считается, что если один человек официально поставлен на учет, да, то приходится еще 3, которых употребляют наркотики, но еще не попались и не поставлены на учет. Поэтому эту цифру надо умножить на 3. В этом списке 4 молодых ребят, которым нет еще и 18. Подростки, безумно пустившие свою жизнь под откос. Никогда не повторять такой чужой ошибки намерены Амин Гезгиев и Хаматхан Ганишев. Один мечтает стать врачом, второй инженером-конструктором. Из этой лекции вынесли одно. Употребление психотропных веществ – крах будущим планам и мечтам. Слова специалистов, что у наркомана только 3 пути – тюрьма, больница или смерть, прочно врезались в память. Решил их вообще не употреблять, не соглашаться на разные, не соглашаться с разными людьми, которые их потребляют, отказываться от разных предложений. К сожалению, но у нас даже в Ингушетии есть такие места, где бывают люди, которые и продают, и предлагают данные наркотические средства. А тебе кто-то предлагал? Мне лично нет. Если это не приносит никакой пользы, а только вред, то и любопытство, и даже цели такой нет. Инициатор лекции депутат городского совета Магаса Луиза Дарсигова. Девушка намерена организовать подобного рода профилактические встречи и в других школах города. Мы собираемся проводить такие лекции, мероприятия и спектакли касаемо наркомании. У нас фильм вышел касаемо наркомании. Мы собираемся максимально заинтересовать данную категорию, тем более с той командой, с которой я сегодня сотрудничаю, да. У них есть колоссальный опыт в этом направлении. Также у нас реализуются грантовые проекты, с которыми мы, с руководителями которых мы сотрудничаем. Поэтому, думаю, спектр таких мероприятий не только по городу Магас, но и по республике в целом. Главный вопрос, возникающий у учащихся, насколько реально полностью вылечиться от наркозависимости. По статистике, лечение занимает около года, делятся лекторы, но процесс этот очень тяжелый. Это и медицинское лечение, медицинская реабилитация, дальнейшая социальная реабилитация, месяцы работы, да, с этим человеком. Плюс еще это хорошо организованное окружение должно быть у него из близких родственников. И из-за того, что это длительный процесс, устают люди, да, вокруг него создавать условия определенным. Поэтому не получается довольно-таки в большом количестве вытаскивать людей из этой зависимости. Сложный процесс, довольно-таки сложный. Шанс вылечиться от пагубной зависимости есть, но на это нужна огромная сила воли и желания. Из-за ломки наркозависимый может сорваться в любой момент. А подросток, еще не состоявшийся как личность, эмоционально слаб и подвержен чужому влиянию. Именно поэтому такие профилактические беседы в школах проводятся на постоянной основе. Ребятам советуют осознанно обдумывать каждое свое решение в будущем, чтобы потом не пришлось жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Дана Плеева, Адам Далаков, Исмаил Муцольгов. Новости 24.